Далеко от этих мест, в Усть-Куломском районе Республики Коми берет исток река Северная Мылва. Долго извиваясь и кружась по северной тайге, несет она свои воды в могучую реку Печору. Совсем недалеко от ее устья, всего в 8 километрах, в Северную Мылву впадает красивейшая речка с кристально чистой водой. И называется она Сойва. В буквальном переводе с языка коми – речка с рукавом. Именно сюда, согласно легенде, пришел в далеком 1747 году крестьянин Фома из Троицка-Печорска. И в живописнейшем месте, в 11 километрах выше от места ее впадения в Северную Мылву основал поселение, которое стало известно как Фомостав. Примерно в то же время недалеко было основано поселение Пилистов. В переводе с коми означают, как потомки Фомы и потомки Филиппа. Впоследствии, Фомостав получил название Большая Сойва, а Пилистов – Малая Сойва. Большая Сойва упомянута в документах 1784 года, как деревня Сойвинская. В деревне 1 двор и 5 человек. В 1859 году деревня называлась Сойвинская, или Сойва, в ней было 5 дворов и 26 человек. В 1897 году здесь была построена часовня в честь Георгия Победоносца. В 1901 году в Сойве открылось земское училище. В 1926 году в деревне было 32 двора и 165 человек. В 1939 году здесь проживали 140 человек, а в 1970 году 192 человека. Сегодня на месте Малой Сойвы осталась одна изба, а в деревне Большая Сойва – 31 двор. По состоянию на 2016 год в деревне проживало 38 человек.
Но археологические находки орудий труда, охоты и предметов быта, неподалеку от устья Соевы, позволяют утверждать, что эти места были обжиты еще в эпоху неолита и бронзы. Эпоха неолита в северных частях Евразии продолжалась примерно с 5 по 2 тысячелетия до нашей эры, после чего началась бронзовая эпоха и продолжалась до 1 тысячелетия до нашей эры. То есть уже в древние времена в этих местах жили наши далекие предки. Вы не поверите, но даже в такой маленькой деревне есть частный краеведческий музей, который был создан жительницей Галиной Мартыновой, неравнодушной к истории и местным традициям. В музее можно посмотреть богатую коллекцию предметов быта, одежды и старины, связанных с историей родной деревни. Хочется верить, пока есть такие люди, история нашего края не будет предана забвению, и еще много новых поколений сможет прикоснуться к знаниям, накопленными веками.